Раз. Не говорите, что не видели, не говорите, что не слышали. Сегодня впервые в нашем селе открываем гастрофестиваль «Пельмень». Вы можете испробовать пельмени разных национальностей, а также слепить любой пельмень, посетить мастер-классы из соленого теста, многонациональные классы, лепить и разукрасить, посмотреть концерт и участвовать в программе. Раз пельмень, два пельмень, три пельмень, четыре пельмень, много пельмень! Да желанные! Пельмени! А праздник наш гастрофестиваль посвящен Дню семьи, Международному Дню семьи. Встречайте бурными аплодисментами, давайте все вместе встретим праздник, День семьи. Улыбнемся друг другу и поздравим друг друга с наступающим праздником. Желаем, пусть солнышко вам светит, потрели соловья, и будет пусть на свете у каждого семья, у каждой девчонки, любого мальчишки, пусть будут сестренки, пусть будут братишки, у каждой сестренки, любого братишки, пусть будут игрушки и добрые книжки. Рядом папа с мамой, и каждой семьи, он праздник добрый самый, его однажды люди придумали не зря. Пускай на свете будет у каждого семья, у каждой девчонки, любого мальчишки, пусть будут сестренки, пусть будут братишки, у каждой сестренки, любого братишки, пусть будут игрушки и добрые книжки, у каждой девчонки, любого мальчишки, пусть будут сестренки, пусть будут братишки, у каждой сестренки, любого братишки, пусть будут игрушки и добрые книжки, у каждой девчонки, любого мальчишки, пусть будут сестренки и будут братишки. Как необъятна наша Россия, как многообразны традиции, обычаи народов ее населяющих, так самобытна и их кухня, и прежде всего пельменями. Сегодня, дорогие друзья, мы собрались большой семьей для того, чтобы познакомиться с народными традициями и обычаями, связанными с пельменями. И, как всегда, блеснуть кулинарным мастерством. И танцевальным мастерством открывает гастрофестиваль, посвященный Международному дню семьи, ансамбль народного танца «Миляж», село Буриказганова.
Сегодня на площади собрались представители разных национальностей, разных народов, чтобы показать и рассказать о своих пельменях вам. Что представляем русской национальности, ведь пельмени делаются всей семьей и до сегодняшнего дня хранят у нас эти традиции. С пельменями связано очень много традиций, одна из которых, я думаю, вам хорошо известна. А кто мне скажет, что это за традиции? Какие традиции в народе, когда лепят пельмени с семьей? Какие есть традиции? Правильно, совершенно верно. Лепка счастливого пельменя. Последний слепленный пельмень помещает особенную начинку, которая может быть какой? Вот, она совершенно разная. Итак, например, из одного теста пельмень, он, если попадется вам, имейте в виду, сегодня это к счастью, с перцем это к любви, с зеленью, с к радости, с сахаром к удачному году, а с монеткой к богатству и денежной удачей. Также сегодня всех ждут конкурсы, игры, хороводы, песни, пляски до загадки, различные мастер-классы. И мы предлагаем начать с русских пельменей. А русские пельмени нам представят хозяева, село Новая Борятина, деревня Муравей. Русские пельмени, вам слово! Бурные аплодисменты, давайте поприветствуем! Русские пельмени – это одно из самых любимых блюд у нас в России. Они самые популярные у нас – сибирские, уральские. Народ, подходите сюда, идемте, здесь пельмени, идемте сюда. Не надо скромничать. Танзеля, ребята, идемте, подходите. Люди добрые, весь народ, подходите к мастер-классам, для вас рассказывают. Сибирские – это блюдо считается ритуальным. Там мясо несколько видов. Идет говядина, идет свинина и там лосятины, там идет и баранина идет. Вот. А уральские пельмени, туда входят только два вида. Половина идет, значит, один к одному идет, это говядина и свинина. Пельмени. Раньше пельмени делали вручную, мясорубкой не пользовались. Резали мясо ножом и терпением. Резали очень мелко. И часто на Урале добавляли в начинку еще и яйца. Так что в Сибири пельмени делали очень много. Когда уходили на охоту, охотники, они брали с собой очень много. Даже мешками несли. Даже на целый месяц. Вы представляете? Поэтому женщины и готовили много пельменей. Мужчин забирали на охоту мешками. Ведь в Сибири холодно, на Урале тоже. А для того, чтобы был фарш очень нежный, добавляли туда полный лед и даже сок замороженных фруктов. Так что пельмени у нас самые, что ни на есть, любимые блюда. Угощайтесь, ребята. Дорогие друзья, уважаемые гости, вы можете вот с левой стороны у нас есть главный повар, детский, самый красивый повар у нас, самый сладкий. Ольга Филипповна, у нее можете получить тарелочки и вилочки и дегустировать пельмени. Уважаемые гости, взрослые и дети, получайте вилки, ложки. Подожди, держи. Угощаемся, не забываем дегустировать. Русский ансамбль «Сляночка». Калина грустная такая склонила ветки над ручьем. Ты стала для меня чужая, любовь осталась ни при чем. Не крути за ней над собою, не кивай зеленой головою.
загорится золотом одежда. Пока смеются на листья сбросы, но оставит ягоду надежды. Не грусти, калина над водою, не кивай зеленой головою. Наберутся кисти ярким соком, и любовь вернется ненароком. Не грусти, колено над водою, не кивай зеленой головою. Наберутся кисти ярким соком, и любовь вернется ненароком. Чтобы было в жизни веселее, чтобы не было тоски печали, чтобы в калину не ломали, за любовь держитесь посильнее. Не грусти, калина над водою, не кивай зеленой головою. Надеются кисти ярким соком, и любовь вернется ненароком. Не грусти, колено над водою, не кивай зеленой головою. Наберутся кисти ярким соком, и любовь вернется ненароком. Не кивай зеленой головою, наберутся кисти ярким соком, и любовь вернется ненароком. Не грусти, колено над водою, не кивай зеленой головою. Наберутся кисти ярким соком, и любовь вернется ненароком. Наберутся кисти ярким соком, и любовь вернется ненароком. Дорогие друзья, дегустируем, не забываем тарелки, вилки. Обязательно дегустируем и в конце. Надо будет объявить, у кого же самые вкусные пельмени. Встречайте, коллектив «Радость». Танец. Да ох, как ты мне нравишься.
Ой-ой-ой-ой. Здорово. ой, Спасибо огонек попробуйте. огромное. Коллективу радость. Девчонки, идите, угощайтесь, приодевайтесь, дегустируйте. А мы передаем слово башкирским пельменям. У каждого народа своя изюминка. Слово башкиры вам! Село Аютьево представляет нам сегодня башкир и деревня Новофедоровка. Раз. Добрый день, дорогие наши зрители, добрый день, наши друзья, добрый день, наш коллектив. Я приглашаю вас на стол башкирский пельмень. Для того, чтобы приготовить башкирский пельмень, в первую очередь надо взять муку, 2 раза просеять. Вы спросите, почему? Для того, чтобы наше тесто было пышное и не переваривалось, когда мы просеиваем муку, она получается воздушная и насыщенная кислородом. Потом замешиваем тесто, мягкое, очень мягкое тесто, и раскатываем, и вот такие начинаем лепить пельмени. Пельмени бросаем на кипящую, соленую кипящую воду. Можно на бульоне. Пельмени варятся 5-6 минут. И пельмени можно подать с зеленым луком, кортом, со сметаной, с катуком и огоньком. И у нас у башкиры даже пельмени добавляют лапшу. Чуть-чуть лапшу. Она еще даже вкуснее получается. Пожалуйста, подходите на башкирский пельмень, пробуйте наши пельмени. Ну и обязательно мы приглашаем вас на сцену. Село Аютьево поет для вас ансамбль «Башкир», Сельтаматский район. Встречайте бурными аплодисментами, давайте поддержим самые вкусные пельмени. Сегодня говорили у Башкир.
праздником пельмень! Вас поздравляет коллектив «Радость». Башкирская полька. Встречайте бурными аплодисментами. Дорогие друзья, кто скажет, народ какой национальности делает самые маленькие пельмени? Совершенно верно, здорово. Конечно, татарские пельмени, они считаются самые изысканные, маленькие. Итак, слово предоставляем татарской национальности. А представляет нас село Талачево и село Буриказган. Вам слово. Қадірлі қонақтар, әйдәгіз татар халық ашсу үстәліне рәхим етігіз. Татар кыздары ясаған, татар кыздары пішірген пельменlerden ауыз етігіз. Пельмени очень важный элемент татарской кухни. Более того, это практически праздничное блюдо. Раньше только важных гостей угощали татарскими пельменями. Татарские пельмени, они мелкие, отличаются от других пельменей. И от других пельменей они отличаются еще мясом. Татары едят только мясо говядины. Можно добавить баранину и можно добавить конину чуть-чуть. А техника лепки такая же. Не буду повторяться. И татарские пельмени называются юфахаш. Не забудьте, татары. Наши татарские пельмени называются юфахаш. Әйдәгез, пельмен ашарға рәхим етегіз. Татар халық ашлары өстәленә. Келегіз, рәхим етегіз. Пельмен ашарға әйдәгіз. Әйдәгіз, мына шундай бәләкәй генә пельменнәр, олар бик тәмле. Башмак итеннән генә ясала татар халық пельмене. Ясап карасагыз да ярый. Аны ясар өчен бик уңган булырга кирәк. Монда аның вак булгач ясарга шактына авырыра.
Hazır endi biz notaqlar to'g'ri o'zlashib ketdik. Endi bitta yasaymiz. Ансамбль «Миляш». Танец рукодельницы.
побачки. Спасибо огромное. Ну а мы продолжаем представлять наши народности. Дорогие друзья, очень удивительные и необычные пельмени в народе у мордвы. Очень интересные. Послушаем их. Слово вам. А мордовскую национальность нам представляет село Кармаскалы, это наши соседи, и село Садовка. Встречаем бурными аплодисментами. Вам передаем микрофон. У нас мордовские пельмени. Вот, это надо. Делаются, конечно, у нас мордовские пельмени большие, мясные, и разукрашиваем. Вот, разукрашиваем. Есть мордовские пельмени, вареники, может, называется, с творогом, они очень вкусные и очень вкусные. Вот. Тесто, как обычно, яйцо, мука, там, соль, раскатываем и разукрашиваем. Есть у нас еще чумарики называются, чумарики. Они делаются вот так вот. Давайте показывайте. Вот я нарезала. Вот. Давайте. Вот, смотрите, разрезали. Ну, честно, тоже так же делается, как обычно. Вот. Только салом. Салом вот они вот, видите, как маленькие вот нарезали. И вот сало такое положат. И раскатывать вот на руках. Вот. И варим с бульоном. Вот посмотрите, девчонки, посмотрите, с бульоном. Очень вкусные, попробуйте. Все съели, целую кастрюлю привозили, все съели, все съели. Вот, давайте тарелочки, девочки, тарелки. Вот. Давайте попробуйте, попробуйте. С бульоном едят. Очень вкусно, бульон наливать. Ну вот так вот. Что еще? Вот здесь вот село Садовка, они другие вот чумарики делают, смотрите, они длинненькие, тоже с салом. Вот так вот раскатывают тесто, вот покрупнее, у нас помельче, кто как делает. Угощайте, дорогие гости, для здоровья. Rosa,
Ну а сейчас слово предоставляем чувашам. Чувашку национальность нам представляет село Ишпарцево. Ну вы просто не представляете, пельмени просто пальчики оближешь. Вам слово. Аваны хакlı yıldaşsın, yengeçsin, tuzsun. Siriye bayan çak festivalleri burnede salamlar var. Salam burnede. Çavak bilmeni var avıl. Çi tut dedi, çi çaplı. Çıvarsın, ırğına güzesin. Çak bilmeni, veri jürlebe. Сурга жебебежесе, переживлебе бана. А сегодня у нас пельмени не остались. Было 3 тарелки. Если бы не было вкусно, не съели бы. Очень вкусные пельмени. Попробуйте. Осталось мало. Но мы еще сделали. Если есть где варить, можно сварить. Так, что еще сказать? Вкусные, девочки. Вкусные пельмени. Ешьте, ешьте. Встречайте народный ансамбль «Палан».
Встречайте народный ансамбль «Миляж», чувашский танец. Спасибо огромное. Ну еще один стол у нас остался. Это детские пельмени, которые все слопали. Детские пельмени у нас представляла главный повар, самый вкусный. Это Ольга Филипповна, которая все свои, от своей доброй души, она все пельмени скормила свои. И цветные у нее были, и начинка, и творог, и картошка, и
И сладкие, и вишня, и смородина, но самые вкусные. А самое главное, что они еще и были цветные. Все их съели, они у вас в животах. И поэтому мы представляем... Вас поздравляет ансамбль «Веселые нотки» с песней «Оранжевые солнце». Я достану лист альбомный, нарисую мир огромный, где утки стайками парят. На-на-на-на, там кузнечики на спинках сочиняют песни рыбкам, и дождь с неба говорят. На-на-на-на, кружит мама люля, синему ручью. Я твою рисую, как хочу, нарисую на листе. Моя Украина, твое солнце, крестом Спасибо. Дорогие друзья, разрешите слово предоставить главе администрации Казатайского сельского поселения Иванову Леониду Вячеславовичу. Аплодисменты, давайте проснемся. Дорогие односельчане и участники фестиваля «Пельмень», поздравляю вас с таким хорошим вкусным праздником. Участникам фестиваля спасибо вам большое за вкусные пельмени. Желаю вам здоровья и побольше, почаще приезжать в гости. Желаю счастья, здоровья. С праздником! Спасибо огромное, Леонид Вячеславович. Ну а микрофон я передаю Елене Николаевне. Давайте все дружно выйдем на площадь. Елена Николаевна, вам микрофон вручаем. Вам слово. Я здесь. Дорогие друзья, давайте большим, дружным коллективом, большой такой семьей любителей пельменей мы сделаем большой хоровод и скажем спасибо большое организаторам за отличное мероприятие. Теперь посмотрите, я
рассказываю про условия. Беремся одной рукой. И соединяем хоровод. Идем все за мной. Музыку. Самое главное, не разливаем хоровод. За мной все. Пославите наше солнышко, чтобы было тепло, чтобы был у нас урожай, чтобы был всегда достаток в доме, потому что солнце — это наше все. Солнце и дождик. Все хватаемся, соединяемся, держимся за руки крепко. Шире круг, не сужайте круг. Шире круг. Идите далеко. Шире круг, держимся крепко, не теряем друг друга. Идем, идем, идем. Не отпускайтесь, иначе хоровод у нас порвется. А хоровод — это что такое? Это символ дружбы, это символ солнышка. Вот такой хоровод дружный. И за мной. Все встретимся лицом друг к другу, увидимся друг с другом, поклонимся. Держимся. Шире круг, шире наш дружный хоровод. И внутрь пошлите. Друг другу. Сюда, сюда, по часовой стрелке, как солнышко дружит. А теперь поаплодируем друг другу и себе. Какие вы молодцы! Спасибо большое! Слово передаем хозяйке нашего праздника. Хозяйки нету. А сейчас давайте дружно сыграем музыкальная композиция, музыкальная игра. Лепим пельмени, дружно слушаем, внимательно слушаем и дружно исполняем движение. Давайте все дружно, большой семьей слепим пельмени. Всем привет! Цикл развлекательных программ «Ну-ка все вместе» от культурно-досугового центра «Октябрь» продолжается. И сегодня мы... Дорогие друзья, давайте все вместе внимательно слушаем и выполняем движение. Давайте все покружимся вокруг себя. Тесто круто замесили, тонко-тонко раскатали, мясо мелко порубили, посолили, подперчили, на ладошки положили, и краяшки защипали, и в кастрюльку опустили, помешали, помешали. А теперь чуточку быстрее! Тесто замесили, тонко-тонко раскатали, мелко мясо порубили, посолили, подперчили, на ладошки положили, и краяшки защипали, и в кастрюльку опустили, помешали, помешали. Молодцы, какие все внимательные. Еще быстрее! Кружимся
ладошки положили, и края все защипали, и в кастрюльку опустили, помешали, помешали. Отлично, а теперь суперскорость. Тесто круто замесили, тонко-тонко раскатали, мелко мясо порубили, посолили, поперчили, на ладошки положили, и края все защипали, и в кастрюльку опустили, помешали, помешали. Молодцы, ребята! Как мы вкусно потанцевали! Спасибо всем большое, всем огромное спасибо. Разрешите слово предоставить председателю регионального отделения собора русских Светомарский район Ивановой Ларисе Петровне. Вам слово. Всем добрый день. В России множество народов, другой язык, другие песни. Но так уж суждено судьбою всегда повсюду быть нам вместе. В последнее время все больше внимания уделяется возрождению и сохранению традиций, обрядов. Я искренне всех поздравляю с сегодняшним праздником, праздником пельменей. Желаю вам добра, любви, яркого солнышка, весеннего настроения и мирного неба над головой. Спасибо. Дорогие друзья, а сейчас давайте все дружно поддержим и будем участвовать в конкурс. Во время конкурса у нас, конечно, будет концерт. Конкурс семейный, ведь сегодня день семьи мы встречаем. Я предлагаю конкурс семейный по лепке пельменя. Минимальное количество семьи 3 человека. Вы можете, в принципе, и собраться. При Казган, например, вы можете собраться одной семьей 3 человека, самое главное. Вот, желающие есть? Быстро, вот, пожалуйста, поднимаем руки. Елена Николаевна, вот ваша семья, да? Алексеева, Любовь, это жители, новые жители у нас, Медовый, так, Гармаскалы, и вот семья у нас, и еще 4-я семья, Ивановы семья, вот, это деревня Муравей, и семья Аютчева, 3 человека. Девочки, идемте сюда. Так, давайте вот сюда, здесь станем в полукруг, девчонки, давайте представимся. Вы пока готовитесь, представитесь, а для вас поет Сулпан. Вам слово. А вы, дорогие друзья, пока собираетесь, определяетесь, я сейчас вам покажу место, где вы будете лепить. Пока мы вас отправляем руки помыть и подготовиться к лепке пельменей, дорогие друзья. 1 номер для того, чтобы вы подготовились. Thank you.
Спасибо огромное, спасибо огромное. А сейчас, дорогие друзья, я расскажу вам правила игры. Уважаемые конкурсанты, сейчас, как начнется номер, вы только тогда начинаете лепить. Надеюсь, вы еще не начали лепить, да? Здорово, молодцы. Как начинается номер, песня, творческий номер, вы за 2 творческих номера лепите пельмени. И как второй номер заканчивается, жюри отправляется вам. И разрешите представить жюри. Лариса Петровна, бурные аплодисменты. Пожалуйста. Светлана. Главный повар. Предприятие «Сода», химзавод. Светлана Николаевна. Пожалуйста, в жюри. И повар у нас, жюри будет у нас, у нас танзеля. Я не вижу нашу танзелю. Нету, значит. Ну давайте тогда мы приглашаем.
приглашаем девочек с центральной библиотеки. Можно вас, девочки, кто-нибудь? Идемте к нам. Вот, под ваши бурные аплодисменты. Вы, ребята, давайте поддержим наших конкурсантов. Вас поздравляет ансамбль «Радость», коллектив с танцем «Матросский». А вы, ребята, готовы? Как начнет звучать музыка, вы начинаете лепить. Приготовились? Жюри, пожалуйста, подходите, посмотрите, как они лепят. Чтобы все было по-честному, по правилам и без обмана. Начинаем! Бурные аплодисменты коллективу «Радость». Танец «Морячка». Над морской тишиной, над крутой, над волной, две вечерние звезды, две дороги, две судьбы, и одна из них зовет через волны на восток, а другая тянет голову снова, вот меня зовет. Дома долго мне нельзя, сидеть на моря, смотреть, как океан начинает заря. Нарисован белый берег зачеркнет, мне снова тянет голову снова, вот меня зовет. Я морячка, ты морячка, я рыбачка, ты рыбачка, я на суше, ты на море, мы встретимся никак. Я морячка, ты морячка, я рыбачка, ты рыбачка, я на суше, ты на море, мы встретимся никак. Как ты снял, лягут, когда не пел, она не хочет слушать, хочет, чтоб поцеловал. Ты любимый говорил, моих своих хотел, она не хочет слушать, хочет крепче, чтоб любил. Я морячка, ты морячка, я рыбачка, ты рыбачка, я на суше, ты на море, мы встретимся никак. Я морячка, ты морячка, я рыбачка, ты рыбачка, я на суше, ты на море, мы встретимся никак. На минуты до подарков, что ты самая родная. Скоро наши молодцы, все что круглые концы. Нам играют как никто, не приезжают корабли. Я морячка, ты морячка, я рыбачка, ты рыбачка, я на суше, ты на море, мы встретимся никак. Я морячка, ты морячка, я рыбачка, ты рыбачка, я на суше, ты на море, мы встретимся никак. Ну и все, стоп, стоп, мы сокращаем программу, стоп, стоп, стоп. Итак, слово жюри. Мяса нету, видите, какие они мастерицы. Все закончили. Итак, мы сейчас будем, пожалуйста, конкурсанты сюда в центр, подходите со своими налепленными пельмешками. Идемте сюда, пожалуйста, идемте сюда к сцене, чтобы все могли увидеть, чтобы было все по-честному, без обмана. Внимание, все семьи встаньте, чтобы мы имели понимание. Каждый... Полукругом, ребята, полукругом давайте. Вот вы здесь. Так,
Семья Алексеевых дальше. Дальше, девочки, дальше. Полукругом, да, большое делаем полукруг, девочки, вы тоже шире. Итак, представьте, пожалуйста. Деревня Хромскалы. Пельмени чумарики. Узынежачи, то не резянака, то на мои вексте ёпты. Эх, резянака, резянява, седеем мои калахты. Эх, резянака, резянява, седеем мои калахты. Наши пельмени самые вкусные и которые называются как? Пельменьки. Пельменьки. Производство от Алексеевых. Здорово, бурные аплодисменты. А мы представляем дружную семью села Тирушля, многонациональную. Посмотрите, пельмени у нас разные, на все руки мастера. Менә шулай турышлылар, агыйнәйләр ял итә, билмәннәр эшләй. Это пельмени муравинские. Самые вкусные, самые крупные и самые питательные, красивые. Муравей! Ну-ка, поддержите нас! Ура! Мы с села Ючево, у нас ансамбль называется Юрмат, и поэтому пельмени тоже называются Юрматы. А так как у нас село очень тоже, как бы сказать, много многодетных семей, я могу представить такие очень интересные пельмени. Значит, солнышко, в первую очередь, естественно, вот солнышко порезали, это очень интересно детям есть. У нас счастливый пельмешка с начинкой пород с бульоном. А вот дальше можно, чтобы ребенку было интересно есть, у нас есть 2 человечка. Мама. Вот, это наша семья. Все. Продается с кропом. Вот, все. Спасибо. Микрофон уже меня не выдерживает, походу. Итак, ребята, дорогие друзья, ну, был конкурс по-честному, без обмана. Давайте определимся так. Мы готовили первые задания на скорость. У кого больше пельменей, правильно? Такой же. И как по-честному, то есть не готовые принесли, а прям там на месте лепили. Правильно? Так, у вас там лепили, готовые были? Там лепили, да? Готовы. Здорово, здорово. Такие мелкие пельмени. Как вы считали? Вот такие маленькие. Вот здесь вот дети готовили своими руками. И здесь. Ну, ребята, сложно это здесь в жюри. Дружба или есть победители? Ну, нам хочется выделить, конечно, все молодцы. И, наверное, я так думаю, у нас, как бы, если есть приз за оригинальность, ну, или мы давайте поделим. Давай. Да, или У нас для всех есть призы, ты скажите. Говорите, а мы вручать будем. Ну, каждый по-своему хорош. Здесь, значит, уникальность в том, что они быстро, значит, делаются. Здесь вот принимали участие семья, дети, значит, руки детские. Здесь мастерство, профессионализм и мудрость, скажем, да, и креатив. Здесь одинаково, ровно все как... Так, стоп, подождите. А Вы про вот... тоже. Lariса Petrovna, вы сказали, что у них было оригинально, да, или креативно, или как? Нет, креативно Тирушля у Так, нас. подожди, давайте с них начнем. Ну, так как они, как номинация у них? У них номинация как бы быстрота, ловкость рук и никакого мошенничества. Здорово, бурные аплодисменты. Дайте им, пожалуйста. Включаем 3 килограмма пельменей. По одному может. К семье село Карманскалы. Да. Мордва. Итак, следующий. Ну мы каждому выделим.
Давайте. Да. Следующая это семья Алексеева, все верно? Вот у них специальные пельмешки от Алексеевых. Поэтому... Да, с детских рук. Поэтому... Ну, раз такое дело, детям мы тоже вручаем по килограмму. Только у нас есть килограмм хинкали. Это какое блюдо? Грузинское. Грузинское блюдо хинкали. Килограмм манты, килограмм пельмени. Отлично. Бурные аплодисменты. Следующее это у нас команда из Терешлей. У них за креативность, за мудрость, за профессионализм. Молодцы. Поэтому им тоже нужно. Так, вручаем сюда тоже по килограмму пельмень. Так, достаем. Раз, пельмени, Вареники. вареники и пельмени. Бурные аплодисменты. Молодцы. Следующая семья это семья из деревни Муравьи. Они молодцы. Это такое ощущение, что у вас как будто свой пельменный цех. У вас все одинаковое. Вот, поэтому, видите, рука набита, уже видно, рука профессионала. Отлично. У нас еще две семьи. Мы уже обозначили. Семья Муравьи. Из деревни Муравьи. Детские пельмешки без спешки. И следующая семья, это семья гости, которые приехали из деревни Аютчево. Тоже молодцы, оригинальные. У них и семейные, и детские пельмени. Молодцы. Отлично. Молодцы, всем большое спасибо, всем семьям за оригинальность, за креатив, за профессионализм, за количество. Всем спасибо. Дорогие друзья, вас поздравляет ансамбль село Буриказбанова. Народный ансамбль Чиреклер. Спасибо всем участникам. Давайте друга поддержим. Общую фотографию, пожалуйста, семьи. Давайте общую фотографию сделаем. Общую фотографию. Конкурсанты, пожалуйста, общую фотографию.
И мы поздравляем вас с праздником, с Международным днем семьи. Настоящая ценность жизни – это родные и близкие люди. Желаем вам взаимопонимания, счастья, радужных планов и множества интересных занятий. Пусть семья будет всегда крепкой скалой, защитой от невзгод и утешением от неприятностей. Любви, красоты, доброго будущего, достатка и совместного развития. С праздником, с Международным днем семьи! Мы рады вас сегодня были приветствовать. Спасибо всем участникам. Хрустальным голосом капели звенит ребячий смех чудесный. И
всем с Днем Семьи! До новых встреч! На этом мы с вами не прощаемся, дорогие друзья. Мы приглашаем всех на чай в ДК, потому что нам здесь холодно, и на пельмени. Всем огромное спасибо! А все, кто не пришел на фестиваль, мы вам очень